Здравствуйте, уважаемые зрители. Онлайн-трансляция мастер-классов Музея мордовской народной культуры и в рамках всероссийской акции «Ночи искусств». Мы проведем сегодня такой мастер-класс. Создадим керамический кулон и распишем его этническими мотивами, а именно мордовским узором. И почему именно вот керамический кулон я решила, потому что это мое любимое вообще творчество, вид творчества керамика. Но так как у нас не было возможности обжечь глиняную заготовку, поэтому наш кулончик мы просто высушили, покрыли белоакриловой краской, потом покроем росписью, и уже впоследствии можно будет еще закрепить акриловым лаком. Это несколько укрепит наше изделие, но тем не менее оно будет достаточно хрупким, поэтому с ним нужно быть аккуратным. А вы, уважаемые зрители, можете не только обычной глиной пользоваться, можно также полимерную глину использовать, можно, например, тесто соленое, то есть у кого что есть, имеется дома, у кого на что, как сработает фантазия, как вы захотите. Ну вот я хочу из глины сделать. Глина у нас пластичная, мягкая, беложгущаяся, то есть после обжига она будет иметь белый цвет. Но так как у нас не обожженное изделие, поэтому мы покрасили белым цветом, белой краской. Тем более в мордовском орнаменте важное значение имеет белый цвет фона, то есть как вот цвет холста белой рубахи, который символизирует, белый цвет символизирует собой чистоту, святость, изобилие, спокойствие, такое добро, жизнь. Зачастую в мордовском орнаменте он играет важную роль именно в композиции орнамента. Сначала вот кусочек глины немножко убавим. Нужно его хорошо промять предварительно. Скатаем такой вот шарик. В ладонях я его расплющу, превращу в лепешку. И дальше ложу на вот эту вот такую пластиковую подложку. На такой вот пластине она легче сохнет, легче потом отстает. И пальцами вот так вот и расплющиваем дальше, и уплотняем. Ну, примерно, вот как вот это у нас заготовочка. Здесь, наверное, 2 миллиметра, 2-3 миллиметра. Если более тонкую толщину использовать, то есть меньше 2 миллиметров, то есть есть риск, что все потрескает, лопнет. И так как у меня вот такой вот, я решила оставить наш кулончик вот таким выпуклым, то есть он будет с готовым узором, будет такой вот иметь как бы объем, немножко объемным выглядеть. Мне так вот захотелось, такой вот интересный эффект. Вы же можете специально сделать это вот такой эффект, после уже, когда будет готовый кулончик, выровненный, вы можете положить на кусочек губки сухой. Губка, она мягкая и травмировать не будет повреждать поверхность нашего кулона, готового изделия. Я уже заранее подготовила такой вот шаблон картонный, чтобы нам удобно было просто приложить и обвести, обрезать стеком. Стек может быть или обычный деревянный, или вот такой вот из набора пластилина детского. Также края не нужно оставлять слишком тонкими, потому что они могут обламываться при сушке.
лучше вообще посередке приложить. Потому что все равно на краях может толщина немножечко быть меньше, чем в середине. Ну, а если у вас есть возможность обжечь ваш керамический кулон, то после полной просушки вам нужно будет обжечь в муфельной печи. В специальных муфельных печах, если у кого есть возможность, в мастерских или дома какие-то есть подобные печи. Но не у всех такая возможность есть, к сожалению. Лишнее уберем. И сейчас неровности загладим влажной губкой и руками. Хорошо заглаживается. Сторонку. В принципе, вы даже можете какую-то фактуру создать при помощи, например, кусочка ткани, приложить к вашему кулону. Или какими-то инструментами воспользоваться. Создать точки, какие-то отверстия. Ну, отверстие у нас, по крайней мере, вот такое будет крупное, для того, чтобы туда продеть цепочку, тесемку. Влажной губкой. И потом уже, когда высохнет наше изделие, мы его обработаем наждачной бумагой, шкуркой нулевой, то есть самым минимальным значением. Чтобы убрать все неровности и какие-то погрешности. Ну, с необожженным изделием нужно, конечно, работать очень аккуратно, потому что может сломаться, уголки могут у нас разрушиться. И вот другим концом кисти, пусть будет вот здесь вот, то есть не у самого края мы это делаем отверстие, вот немножечко отступив. Это я сейчас сделаю заготовку, чтобы просто показать, как я делала свое керамическое изделие, а потом уже вот по заранее заготовленной заготовке буду уже непосредственно расписывать. Предварительно же на изделие я нанесла рисунок, как вы можете увидеть. Карандашом легонечко, нежирные линии, чтобы были. Ну, это поможет
не ошибиться. Так будет проще. А краски же я опять использую акриловые. Они стойкие, удобные в использовании. Немножко губкой уберем. Глину. Итак, вообще в мордовском орнаменте все элементы изначально несли в себе такое сакральное символическое значение. И неспроста элементы вышивки наносились в первую очередь обязательно на края рукавов, на края подола, на ворот, шла по швам. То есть она закрывала все отверстия, все отверстия в одежде, так как вот именно служили оберегами, защищали тело человека от нечисти, от каких-то злых духов. И, естественно, каждый элемент нес в себе вот такое важное значение. Весь мордовский узор состоит из геометрических простых фигур. Это и квадраты, и ромбы, треугольники, шестиугольники, такие вот звезды, розетки, солярные знаки и зигзаги. И немного поговорим вот поподробнее об этих вот элементах, что используется в первую очередь вот в моем случае. В основе всего лежит квадрат, но ромб, так как вот тут я вот расположила отверстие в углу, вот получается ромб у меня используется. Ромб вообще в орнаментах многих народов ромбические элементы используются, и первоначально ромб несет в себе женское начало, ассоциируется именно с женским началом. И также может символизировать собой плодородие, дом, плодородие, также, опять же, ассоциация с женщиной. Ну, почему? Потому что женщина у многих народов, и в том числе и у мордвы, ассоциировалась, именно соотносилась с самой природой, которая что делает? Имеет плодородное, приносит какую-то пользу для человека, может переносить урожай. И также и женщина, она может переносить новую жизнь. То есть вот такая ассоциация с плодородием. Ну, пока я начну расписывать, наносить краску. У меня кисточки вот такая вот побольше, пятерка, белочка. И также вот такие вот поменьше. Для самых тонких линий это двойка и единица. Квадрат тоже может символизировать собой, но он уже не так часто, как ромб в мордовском орнаменте встречается, символизирует собой и дом, и плодородие, а также может символизировать собой и вспаханное поле, если, например, на поверхности квадрата располагаются точки. То есть вспаханное поле с посевами. Такое вот символизирует. Всевозможные зигзагообразные элементы используются в мордовском орнаменте. Зигзаг – это символ воды. Но у мордвы именно вот вода является таким своеобразной преградой между живым миром, миром живых людей и миром потусторонним, где живут духи, божества, люди. Ну и также в мордовской мифологии именно вот мы можем найти вот такое понятие иневид, то есть большая великая вода, которая является первоначалом всего сущего, всего живого, всей Вселенной.
Есть роговидные узоры всевозможные, то есть в виде каких-то вот загнутых прямых линий, загнутых под углом. Роговидный узор символизирует собой траву, деревья. Вообще к деревьям мордва с особым почитанием относилась, обращались к деревьям за исцелением. У мордвы также вот были священные деревья, возле которых проводились моления родовые, жертвоприношения устраивались под этими деревьями. Ну и также можно вот вспомнить про миф, про легенду, связанную с древом жизни или мировым древом, которое тоже, вот этот образ мирового древа встречается в мифологиях многих народов. S-образные узоры, элементы в мордовских орнаментах встречаются, символизируют собой водоплавающих птиц или конские головы. Ну, конские головы, потому что мордва, опять же, особо почитала лошадей. Так, это были кормилицы, помощницы в любой семье. Их особо почитали. И водоплавающие птицы, ну, это вот также в мифологии, мордовской мифологии встречается вот такой образ, как Ининармунь, великой водоплавающей птицы, та, которая участвовала в сотворении всего мира. Из яиц, которые она высаживала, возникла, ну, можно сказать, вся земля, все живое, природа, люди. Ну, а также водоплавающая птица несет в себе единство трех начал. То есть она может ходить по земле, то есть земля как начало объединяет в себе воздух, то есть летает по воздуху, и вода плавает по воде. В древности для народов было важно вот гармония между вот этими мирами, этими началами, точнее. Также всевозможные кресты используются в мордовских орнаментах, как служат они оберегами. 4 стороны креста – это 4 стороны света, символизируют. Ну и обязательно, конечно же, солярные знаки всевозможные, восьмиконечные звезды, розетки и так далее, элементы, которые символизируют собой солнце, небесный огонь. В древности не только у мордвы, у многих народов пламя соотносилось с небесным огнем, с небесным светилом. И такое вот соотношение, такая ассоциация у них возникла, возможно, потому что впервые огнем они начали пользоваться из-за того, что вот этот огонь породил небесный огонь, то есть в землю ударила молния. И вот с тех пор люди начали пользоваться пламенем, огнем, то есть порождением небесного огня, светила. Ну и даже вот каждый цвет в мордовском орнаменте имеет свое значение. Как я уже сказала про белый цвет, обязательно основным цветом является это красный цвет. Хотя у мордвы он не совсем красный, это такой скорее темно-красный, мареновый, в старину получаемый из корня подмаренника.
Он символизирует собой в первую очередь кровь, огонь, жизненную энергию. И считалось, что этот цвет имеет в себе такую вот активную жизненную силу и помогала исцелиться от каких-то болезней, избавиться от бед, поэтому служила оберегом. Ну, не только у мордвы, у многих народов, у русских, у славян. Ну, вот это вот дополнительного цвета у нас совсем немного. Уголочки зеленого цвета, желтого. Ну, зеленый цвет символизирует собой, конечно же, природу, зелень, незрелость, молодость. Желтый символизирует собой ценность, богатство. Также, конечно, и солнечный свет и зрелость. Так, основные цвета в мордовском орнаменте — это красный, белый и, конечно же, ну, темно-синий, даже ближе к черному. Когда и черный использовали в мордовской вышивке. Надо покрыть контур. Ну, в принципе, вообще-то уже можно перейти с такой большой кисточки на тоненькую, чтобы не наделать ничего лишнего. Ну, вот я здесь выдавила предварительно синий и черный цвет, чтобы получить такой темно-синий, входящий в черное. Вообще такой вот черные, темно-синие оттенки использовались, ну, как вот такой контрастный цвет, дополнительный, особо не имел никакого значения, не нес никакой роли. Ну, являлся просто в качестве контура. Ну, совсем тонкие линии проведем единичкой. Так, середочки у нас тоже квадрат, ромб. То есть, смотря как посмотреть, с какой стороны посмотреть на него. Так, это квадрат, а если перевернуть, это уже будет ромб. Но носиться на шее он будет в виде ромба, конечно. Слишком много воды мы не используем, чтобы у нас не растекалась краска, не выходила за контуры, не становилась слишком бледной. Пусть цвет остается более насыщенным. Так, и с этой стороны.
При желании можно контуром обвести и сами вот эти красные элементы крупные. Ну, я думаю, здесь в этом случае это не так необходимо. Достаточно будет вот этих вот лучиков, отходящих от этих элементов. По краям черных таких вот как бы роговидных отростков. Так, надо еще вот эту вот линию, идущую у нас по периметру изделия, выполнить тоже красным цветом. Ну, тоже хотелось бы сказать, что поверхность изделия не нужно перегружать слишком какими-то элементами. То есть, чтобы пусть будет в узоре проглядывается фон, остается немного воздуха. Ну и композиция тоже может быть разной. Можно вот так практически на весь, на всю поверхность расположить. Можно оставить какое-то место одинаковое со всех сторон. Ну, я думаю, дети, ребята и младших, и старших классах, если попробуют сделать такое, думаю, что справятся. Может быть, кто помладше с помощью родителей, старших. Так, вот мы обрамили вот красной линией. Ну и осталось вот эти черные отросточки по всему периметру пройтись. И, в принципе, будет готово. Немножко водички хочется добавить, потому что слишком густая и сложно проводить линии. Хотя у нас как бы даже здесь не линии, а такие тычки немного вытянутые, капельки.
Таким образом все везде мы пройдем. У нас достаточно интересный, легкий узор получается. Можно сказать, даже как бы воздушный, из того, что узор небольшой, тонкий. Это тоньше. Больше воды нужно было добавить, и уже легче ведется кисть. Хотя, в принципе, можете пользоваться и не только акриловыми красками, но и, например, темперой. Краска на клеевой основе, которая часто используется при иконописи, для росписи по дереву. Ну, потом потребуется, конечно, ее покрыть каким-то лаком, например, акриловым. Те, кто будут обжигать само изделие в муфельных печах специальных, то наверняка будет возможность и изделие потом расписать специальными красками, которые можно потом обжигать. То есть изделие с этой краской можно будет обжечь. Это специальные подглазурные или надглазурные краски, такие пигменты, которые разбавляются также водой, какими-то, может быть, разбавителями. Практически так же, как и обычные краски, наносятся кистями. Можно делать и всевозможные переходы. Эти краски тоже можно и смешивать. Ну, потом уже потребуется покрыть это изделие прозрачной глазурью, матовой или глянцевой, в зависимости от того, какой эффект вы хотите. Ну и обжечь уже более высокой температуре, чем первый обжиг, который проводится при 900 градусах. Также тесемка для этого кулона может быть разная, или может быть цепочка металлическая. Вот у меня кожаный шнурок. Предварительно еще нужно металлическое колечко сюда вдеть. То есть такой держатель, чтобы через это колечко продеть эту тесьму, и уже наше изделие будет на груди лежать ровно, не переворачиваясь. Ну, в принципе, у нас это готово. Здесь вот, правда, немножко задела рукой. Пока глина такая еще мягкая,
Еще нет застывшая, не засохшая, можно и пальцами поправлять. Ну, не нужно оставлять острых углов, острых сторон, острых углов в керамике этого не требуется по технологии. И слишком тонких деталей не нужно делать. Так, тоже непрактично, и может все при сушке сломаться, отвалиться или при обжиге. Ну и глина, соответственно, может быть и обычная серая, красная, голубая. У кого какая есть возможность. Это пусть у нас пока сохнет, а само изделие с росписью готово. Вот, всем спасибо за внимание, надеюсь, что вам понравилось, и попробуй такое творчество. Всего доброго.